На улице минус 6 градусов. Дубак. Ужасно холодная погода. Минус 6. Даже не знаю, что делать. 11 октября. Всем привет. Сейчас я должен уже на охоту выходить, а я просто в тупике, не знаю, что делать. Сперва, наверное, схожу к реке. Вообще жесть. В тупике в том смысле, что, возможно, сегодня я соберусь и уеду отсюда. Не вариант дальше оставаться. Опасно. Опасно, что я застряну здесь. Через лед пробиваться тоже. Лодку убью. Не знаю. Просто с утра ветрено. Шесть градусов обещают. Но ощущения все больше 10. И дальше я вот вчера вечером позвонил домой, там поговорил по телефону. Дальше 10, ощущения еще и еще. Через дня 4 только дождь один день. Вообще минусовая, кругом минусовая погода. А ночью я вставал, такой северное сияние, прям вот здесь все было. Я фотографии немножко сделал, там сфотографировал на смартфон. ВКонтакте или в телеграм-канале я выложу фотографии. Очень красиво. Первый раз такое вот. На фоне этих деревьев. Как сказать, за деревьями вот это все. Ну, красиво, очень красиво. О, сейчас, ладно, сейчас я чай попью. И сходим к реке, посмотрим речку. А там видно будет, что дальше делать. Но чувствую, что мне надо уже сматываться отсюда. Не хочу я через лед пробиваться, честно. Ну, видать, такой сезон. Ничего с этим не поделаешь. Так, на реке пока все под контролем. Тихие места, вот только вон, видите, где вот тихо, там все уже замерзает. Не знаю, вот так на одну ночь еще оставаться или нет, потом потихоньку начал уже вещи таскаю. Вот там возле берега все замерзло. А так шуги нету, ничего пока нету. Пока все хорошо. Угу. Вот это я хотел посмотреть. Это я хотел посмотреть. В принципе. Просто это очень все быстро меняется. Так. Пока на реке, ребят, все хорошо. Шуги нету. Сейчас еще на поворот поднимусь, там гляну. Ох, как шумно. Не, река безопасная еще. Да.
Осторожность не теряем. Вот там тихое место. Омут такой. Вроде льда еще нету. Да, нету, водоворот идет. Нет, шуги нету, ничего нету. Все, остаемся еще. Еще будем ночевать. 7 часов утра. Сегодня целый час я потерял. Обычно в 6 часов я уже выхожу в тайгу. Сегодня пока к речке сходил. Так получилось. Ладно. Ну что, планы у меня меняются каждую минуту. То думаю, там надо уже все собираться спускаться. Интуиция показывает. Потом к речке сходил, посмотрел, вроде все нормально. И вчера я говорил, что буду охотиться сегодня на рябчиков без собаки. Снова у меня планы поменялись. Я взял с плана и сегодня будет целый день поход такой по сосновому лесу еще. Хочется еще один угол проверить, посмотреть. Просто хочется на глухарей еще поохотиться. Если сегодня не увижу вот этих глухарей, как и вчера, все, плюну и пока не буду на них ходить. Ну, в общем, как будет, буду включаться, снимать. Сейчас сперва будем идти мы по еловому лесу, по ельнику. Потом уже в сосновый лес пойдем. По навигаторам, по знакомым местам буду ходить. Посмотрим. Честно, блин, как-то все планы все в этот раз меняются очень быстро и много. Дошел до пенного ручья. Я его так назвал. Еле-еле. Но пена есть немножко. Бывает, знаете, вот до края берега все в пене. Потому что напор такой идет воды. А в этом году как будто комар сытный. Смотрите, какие тут березы. Могучие. Я не знаю, 25 метров наверное. Но самое главное, вот тут красотень. Я без топора и без ничего, да и не по пути идти далеко. Вот это чага так чага. Вон, смотрите. Капец. Здесь на целую зиму заварка вам. Представляете? Во-первых, лечебная она, во-вторых, вместо заварки можно пить. В меру. Тоже в меру. Может и давление подскочить, если честно. А так, очень много. Шикарно. Вот так по таким местам иду, ребят. Ой, блядь. Не позавидуешь. Такому походу увидел зачес, сейчас покажу вам, что за зачес. Вон он. Вот видите. Даже немножко не понимаю. Думал, что здесь лось кормился, но походу здесь, ребят, медведь был. Вот следы вот. Видите? Очень даже похоже, что и похоже на лося. Вот здесь как будто лось кормился. А здесь такие царапины, похожи на
когти вот. Вон они когти. Вот, проходит. Не, все-таки, наверное, это медведь. Что он так облюбовал, это пихтач. Я думал, тут лось кормился, да ни хрена. Медведь. Медведь здесь был. В общем, загадка. С одной стороны посмотришь лось, с другой стороны посмотришь медведь. Вот такая картина, в общем. Шерсти тоже не увидел, вот шерсти. Обычно от медведей там шерсть всегда остается. У лося тоже, в принципе, нижние зубы есть. Верхних зубов нету у них, у лосей. Так как губы там. Тулан. Так как губы, а вот он кору снимает снизу вверх. Ломает дерево. Вот такие вот, как сказать, рябин. И потом уже, как сказать, ест он почки, в основном верхушки кустарников. И вот обычно еще снимает кожуру от упихты. А здесь я так и не понял, чьих зубов, когтей. Похоже на медведя. Все-таки похоже на медведя. Я тут снимаю видео. Ничего интересного. Здесь как будто лежанка. Но непонятная тоже. Не скажу, что тут лежал кто-то. Вот. В общем, вот такие. Иду, наблюдаю, смотрю, вот где что вижу. Стараюсь вам показать. Здесь тоже пихтач старый. Короче говоря, по высоте очень похоже на медведя. Если лоси, могут они повыше еще кору снимать. Кормятся корой. Ну вот. Лоси кормятся пихтой. И они невкусные. Мясо невкусное. Которые кормятся пихтой. Есть такие делянки. Попадаю, что вот лоси живут там, зимуют. Кормятся пихтачами вот этой. Вообще ужасное мясо. А когда кормится вот этот лось рябиной, тогда мясо хорошее. Вот такие небольшие подсказки для охотников. Ищите лосей, где растут рябины. Там вкусное мясо. А здесь кто был? Не знаю. Промахнулся, ребят. В рябчика выстрелил. Вообще 15 метров от меня. Она, ну там сухие сучья между рябчиком и мной были. Может, сучок я попал. Пуля попала. Ну, короче, птица улетела. Перелетела буквально под выстрел и тулан. Ну, видать, недалеко было. Услышал звук выстрела. И я только успел, как сказать, патрон перезарядить. Вот так вот. Первый промах сегодня. Что-то жаль, конечно. В такую даль идешь и один шанс не на тебе. Промахнулся. Ну вот, ребят, до солонца дошел. Тут немножко осталось. Помню, от у куницы даже тут. Куница тут отмечала что-то. Вообще ни одного подхода тут я не вижу. Вон там на вершинке видно, что лось кормился. А здесь вот вообще ни зачесов, ничего лосиных я не вижу.
Там видно, коровы не снимали. Вершинка там, подход был. Короче, весной я говорил, что я сделаю этот солонец. Если не подойдут, все. И это действительно, больше этим я баловаться не стану. Это бесполезное занятие, потому что лоси у нас очень осторожные, очень-очень осторожные. И к солонцу, сколько я не делал уже, который год я делаю, бывает там, оставляю соль в рассыпную, и так вот этот лизун вообще подхода не было. Но он где вот на елке солонец, там был подход в прошлом году, наверное. В этом году что-то соль в стороне лежит. Вот, все, шабаш. Больше тратиться на эту соль я не стану. 100 рублей штука, но все равно. Не буду. Бесполезно. Было бы интересно, скажем, вот соль лижут там, подходят там. Здесь даже следов никаких нет. Ставил бы фотоловушку, посмотрели бы, какие лоси, как они вообще себя ведут, во сколько приходят. Это все интересно. А то, что вот я делаю, что-то стараюсь, и толку от этого нету, я просто интерес теряется. И я лучше что-нибудь новое буду придумывать, делать. Может, что-то на реке или еще где-то там. Тулан. Грохот сегодня вообще, шум такой. А здесь вот рябчика видел. Рябчик как ручной, блин, не пуганный. Не боится, сидит там. Ну вот я поспешил, наверное, и промахнулся. Ладно, сейчас еще. Вот до сюда я 2 часа шел уже. 2 часа. Это не так близко. 2 часа ходу. Ладно. Здесь куница живет и все. Ух ты, что-то там. Ладно. Не тише. Нюхач. Ой. Посижу надо. 2 часа уже идем. Вот. Ровно 2 часа. Я там посмотрел перед рябчиком, там перед выстрелом время посмотрел. Тулан молчит. Тишина. Никого нету. Ни птиц, ни зверей, ни животных. Обычно в этих местах и даже можно встретить лосей вообще. Никого нет. Балдеж. Патроны не сжигаем. Да? Экономия патронов у нас. Полная экономия. Вот. Ну, в общем, этот солонец весной я делал. Я вам говорил, что буду осенью показывать. Я показал. Не поленился сегодня. До сюда пришел именно вам показать. А сейчас пойду до средней просеки. Примерно минут 40 мне еще идти. И потом уже по просеке. Не знаю, как там путь будет. Посмотрим. Пойдем, короче, на сосновый лес. Уже по сосновому лесу будем ходить. Да, это ладно. Не обижается, дай. Да ладно. Дениса 2 раза кусал. Очень сильно. Ладно. Не обидчивый. Так, нормально. Терпеть можно. Главное, людей, чтобы не кусал. Вот. Погода шикарная, сухая. Солнце вышло. Воздух так себе. Как будто чуть-чуть кажется, что чуть-чуть теплее, чем вчера было. Вот так. Ладно, идем дальше. Как бы там ни было. Будем искать. Кого-то найдем. Покажу, что творит природа. Вот смотрите. Вот это весной повалило с берегом. Таежная речка. Буду спускаться по этой реке.
Капец. Пили, не пили, убирай, не убирай. Каждый год все больше и больше становится. А воды меньше и меньше, даже по весне. Поэтому вот эти валежники никак не могут уплыть. Вот когда вот эта вода полные берега вот зальет, вот тогда это все хлам и уходит. А сейчас только пол уровня весной бывает. И вот эти завалы, вот эти бревна все остаются. Вот. Но это для тех, кто, я не знаю, вот постоянно мне пишут, вот эти пили, Олег, эти древесину вези домой, там дрова. Ну как? Вы перед тем, как все это сделать, подумайте, как это все. Это невозможно. Просто воды нету и дрова эти нет, конечно. Так они будут гнить. А мы вот такие вот коридорчики пилим. Вон, видно, как береза спилена. Я весной вот здесь еще проезжал. А вот уже летом тут пилили. И ходили. И вот каждый год так пилим, ходим. Другого варианта по этим рекам просто нету ходить. Только так. Иду от реки, тут в общем сырое место прошел. И вроде слышал звук крыла кополухи. Вот я на кварталке. Вот. Иду где-то идти полкилометра еще. Потом поймаю среднюю просеку. И уже по средней просеке пойдем. Если просека нормальная, может и она теряется. Как дойду до средней, там чай попьем. Везде все уже пересохло в горле. Блин, так все уже остыло. Вообще не тает ничего. Очень громко идти. Тут уже хороший лес. Тут уже кедрачи, сосны, ель. Ну, первый раз буду идти. А нет, подожди, я там ходил когда-то. Очень давно. Толком только вот не помню уже. Какой путь нас ждет. Думаю, будет интересно. Вон он, столб. И тут валежники хорошие. Посижу тут, отдохну, чай попью. Чего я боялся, когда шел сюда? Что этот столб уже старый, сейчас средняя просека не чистят, и вот это все свалилось. К нашему счастью он стоит. И думаю, даже не потеряется. Буду идти вон туда. Так, ну здесь посидим, отдохнем. Перекур. Я сегодня без завтрака. Не завтракал. Как-то поход получился. И знаете, я уже вчера вечером думал, что сегодня на реке будет лед. Ну, шуга идти. Не лед, а шуга идти. Я быстро соберусь и уже буду ехать домой. Я так в 6 часов только из избушки вышел, сходил к реке, и резко планы изменились. Дай, думаю, схожу хоть еще. Ради этого и пришли, чтобы бродить, искать. И ничего не позавтракал, чай попил. И все. Вот сейчас я тоже завариваю. Вот всегда в основном стараюсь разовый пакет заваривать. У меня в термосе кипяток. Об этом я говорил, что лучше носите с собой кипяток. Заварка отдельно. У вас кипяток, чай не будет, если в термосе заварить, он горчит потом. Невкусный чай получается. В термосе когда. А так завариваешь, он всегда свежий. Вот. И, как сказать, всегда можете этим кипятком разбавить, там пюрешку взять, пюрешку или бич-пакет, без разницы. Ну, пюре это самое то вот. У меня пюре это организм не принимает, я бич-пакет с удовольствием ем.
в любом виде. Любое, только острое не ем. А все остальное я положительно отношусь к бич-пакетам. Вот. Можете пюрешку заварить там кипятком, чай заварить кипятком, без разницы. А если у вас заваренный чай в термосе, уже вы пюрешку не разбавите. Придется вам костер там разводить. Ух, как же классно, что я нашел эту просеку. Он мне очень важен для будущих походов. Я сейчас пройду. Если этот путь мне понравится, я здесь часто буду ходить. Это стратегически важное мне место для охоты. В этом году фиг с ним, сезон такой у нас. Нету дичи. Посмотрим, что будет в следующем году или через год. Надо надеяться на лучшее. Так что пройдем, посмотрим, прогуляемся. Целый день еще впереди. Но где-то 3 часа уже иду. Сейчас, ладно. Сыр, как всегда, плавленый, с хлебом и чай. Вот такой завтрак. Это ланч. Ланч в походе в тайге. Все по-простому. Вернулся Тулан. В меру тоже ему дам. У нас еще много-много идти. Здесь с удовольствием ест. А у вас здесь бы там кашу неохотно так. Если только с молоком разбавлю, с тушенкой, и еще надо с молоком разбавить. Ему тоже надо рюкзак какой-то, чтоб себе сам корм носил. А то я ему еще таскаю, бездельнику. Да? Пока все, Тулан. Пока все. Всему мира. Сейчас еще сырок немножко дам. Фиг с ним. На. Все, шабаш. Да, у тебя ноша легкая, Тулан. В избушке съешь сколько надо, что хочешь. В принципе, можно идти. Даже старые зачесы еще видны. Ну, вижу я, в общем, этот среднюю. Не теряется пока. Но идти. Сейчас вот иду по болотистым местам. Вот. И вот этот мох просто замерз. И как будто я вот иду по насту. Вот. Наст еле держит вот так. Проваливаешься. То же самая картина. Где-то пару километров точно такой путь будет. Может и больше. Так, подожди. Больше. Около 3,5, наверное. Нет, обманываю. 3 километра. 3 километра. Минимум. Да. Это получается 4-километровый. Север-юг 4 километра. Я на кварталке там чай пил. До следующей кварталки примерно куда это приду. Да, 3 километра. Вот по таким путям идти. Не очень приятно. Не разгонишься, сразу скажу. Идти придется так, спокойно. Не спеша. Фух, ребята. Ну нафиг. Ой, перекур. Километр час. Барбариску закинул. Спасает от жажды. Капец. Ух. Первый и последний раз сюда залез. Короче, надо было проверить. Здесь вообще хрень полная. Ни ягелевых прутков, ничего нет. Одно болото. Ну. Кругом однотонно. Вот. Весь путь такой, думаю.
жесть. Но будем знать. Может, я зимой здесь ходил, может, осенью, не помню. На один раз тут ходил. Вообще не помню уже эту местность. Не для пеших походов здесь. Была бы птица, другое дело. Вот сидели бы здесь косачи или етерки, ты забываешь про усталость, про эту тяжесть. Да и сейчас путь такой, знаете, вот этот, как сказать, мох замерз и просто держит тебя. Вон он. Даже собаке трудно ходить. Да, это ладно. Трудно ходить, скажи. Лучше в избушке сидеть. Ничего. Ладно, давай. Сейчас мы перекур. 5 минут еще подостыну и дальше вперед. Грязную лапу дает. Хоть бы медведя встретили, что ли. Адреналинчик получили бы. Где все? Где? Ни медведей, никого нету.